Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на часах 9 часов утра и 18 октября. А это значит, что сегодня в Душанбе проводится праздник Мегагон, посвященный сбору урожая в Таджикистане. Мы с сестрой вчера решили осветить этот праздник, решили показать, как он будет выглядеть в этом году. Давайте же посмотрим на это. Так, но для начала мне стоило бы сначала разбудить свою сестру. Соня, Сань, вставай. Нам ролик нужно снимать. Ты забыла? Про чё? Как про что? Сегодня Мегагон в Душанбе отмечается. Давай, вставай, пошли. Давай, нам пора ролик снимать, давай, пошли уже. 9 часов утра, мы сейчас опоздаем, давай, собирайся. Он до 12 часов ночи. Давай, вставай. Давай. Праздники он собирается отмечать. Еще что? Еще много чего мы будем выпускать, понятно? Так что давай, собирайся. Да подожди, я еще не расчесала свои. Давай. Вот мы уже готовы к празднику. Сейчас пойдем в парк. Так, ну что, ты готова? Нет. Стой, подожди, мы забыли один очень важный элемент. Ну вот, другое дело. Зачем? Это нормально вообще? Теперь мы точно готовы. Ну что, пошли? Это что за коробка на голове? Нормально. Так все здесь ходят. Вот так вот мне идти, да, вот в такой вот русской олимпийской одежде. Да все так ходят. Сегодня Мегагон еще. Пошли. Итак, вот мы уже подошли к парку Абу-Касим Фирдауси. Мегагон, другими словами, это праздник урожая, символизирует золотую осень и конец сбора урожая в Таджикистане. Здесь земледельцы со всего Таджикистана собираются на этом празднике и показывают свой урожай, который они смогли насобирать. Это в основном фрукты и овощи, но еще здесь можно увидеть национальные костюмы, национальные блюда, инструменты. Вот мы с сестрой на этом празднике впервые сегодня. И давайте посмотрим же, как в этом году, в 2020 году, будет проходить этот праздник в городе Душанбе, еще и в условиях пандемии. Мы уже подходим ко входу. Давайте посмотрим, как вообще здесь таджики отмечают этот праздник. Вот здесь в самом начале мы видим пирамиду из дыни. Соня, это что такое? Что это? Саучи. Тут в самом начале посередине стоят вот саучи, арбуз и тыква. Друзья, вот там находятся фрукты. Давайте посмотрим, какие фрукты здесь показывают на празднике. Вот люлька. Рак с кусами. Todo mundo que se leva cheio. Ну-ка, Соня, сыграй на этом. Тут на самом деле очень много национальных инструментов. Соня, ты что здесь делаешь? Русская таджичка. Это типа веер? Таджикский веер. Еще осталось платье вот это вот. Ага, вот это вот, да? Да. Кстати, вот национальные костюмы, про которые я говорил. Так, это что, Соня, расскажи? Это национальный оплаченный
невеста. Да, это национальное платье невестки здесь, в Таджикистане. Здесь, в Таджикистане, как бы, национальные костюмы очень красивые, очень красочные. Золотошвеи обычно одевают, когда свадьба. И жених одевает, и невеста одевает, и, я же говорю, обрезание. А вот здесь уже идут как ширчаки, кардиганы. Просто материал национальный и кардиганы. А это наши девушки, студентки тоже одевают на вот праздники национальные, как Мехргон, Сада, на Навруз. А здесь уже для малышей. А там уже обряды идут для невест. Наши невесты, когда замуж выходят, на второй день они вот одевают вот эти и выходят своим свекром. Это подушки или что? Чтобы чисто спать? Если захотел на празднике, чисто взял подушку, где-нибудь лег, поспал. Мы сейчас находимся на выставке риса, где показывают все сорта риса. Когда слушались даже затащить рыб. Кстати, довольно красиво, да? Типа символизирует солнце, это горы. Мехргон 2020. Начинаются пляски, танцы, песни, как я и говорил. Вот это что такое? Раньше, вот еще во времена до 20 века, делали деревянную посуду и делали из меди. Это вот как бы кувшин для воды. В ней могли кипятить воду, в ней могли просто держать какую-нибудь холодную воду. Или что-нибудь типа компота. А вот это вот что такое? Это деревянная посуда, это ложки. На Руси были такие вот округленные, а здесь такие. Вот они что-то когда готовили, а в основном такие жидкие. И вот они как похлебки, да, и они вот так вот ее как бы ели. Это всякие украшения для невест. Видите, вот это плетеные, всякие там подставки для сухофруктов. Есть вот такие у нас. Да. Тойра называется. Очень популярно, кстати, здесь вот нас. Вот тонкие вот вышитые розочки. Это для штанов раньше делали внизу. А вот эти украшали в горах, допустим, это как бы вот вместо карандаша черного. Корзина. В ней можно было собирать что-то, яблоки и так далее. Все, что было крупное. Это вот такие вышитые, раньше ковров не было здесь. Это вот этим украшали, или, как и на Руси тоже. Вот такими вещами украшают девочки свои волосы. Вот этими вещами украшают. Вот смотри, она вот этот бисерное вот здесь вот повесила. Что, пойдем на аттракционы? Да, мы немного проголодались и пошли только
сейчас мы пойдем на Колесо обозрения, да. И мы заснимем вид с колеса обозрения на... Весь этот парк. Так, ну вот, дорогие друзья, мы поднялись на колесо обозрения. Была большая очередь, но мы дождались и все-таки сели. Знаете, первые впечатления от праздника такие. Тут очень красиво, очень весело, очень много фруктов и овощей, очень много национальных костюмов. Мне понравились больше всего здесь национальные инструменты музыкальные. Они на самом деле очень прикольные. Ну вот, собственно, сам вид отсюда для праздника удобно тем, что здесь есть аттракционы. Тут могут развлекаться и дети, и взрослые. То есть организаторы тут очень хорошо об этом позаботились. Так, ну что скажешь, Соня? Тебе не страшно? Страшно. Да, ну на самом деле мы уже сколько лет на колесе обозрения не сидели. Очень понравился мне концерт, пели и танцевали сейчас. И сейчас вроде бы тоже продолжается концерт. Если он продолжается, то мы посмотрим еще немного выступлений. Это твои новые друзья? Ну, спорт — это жизнь, понятно. Здесь представлены все ручные изделия, которые до Союза ремесло. Это как бы народное ремесло. Это все исторические значения имеет. Вот в то время занимались вот по изготовлению обуви. И тогда не было такого каблука, который сейчас вот производится. Это вот видишь, все методом наращивания, вот они создавали вот такой вид каблука. А это из чего? Это кожа. Это все кожа, это кожа. Чистая кожа, вот все. Это все такие орнаменты, это имеет свое значение. Вот. Это старая эта обувь. В то время носили наши предки вот такие обувь. Использовали вот такую посуду, вот такие кувшины. Это все древнее. Это все от предков наших, как говорится. Вот. Поэтому, чтобы это все опять восстановить, не забыть, вот мы такой уголок создали. Вот тибетейки вот здесь есть. Вот, вот тибетейка. Вот. Вот раньше вот такие тибетейки вот у нас. Вот мы сейчас одеваем современные брюки, да, вот брюки. А в то время у женщин были свои наряды, вот они специально вот как бы ткацким методом ручным, вот они изготавливали вот такие тесемки. Это тесемка называется. Когда по национальной вот одевались, вот тесемки обязательно шились вот внизу вот. Кувшинчик свой, ну там что-то хранили такое мелочное вот, там что-нибудь сыпучее. Может быть история, может быть сахар или еще что-нибудь, для чего использовали. Для воды. Это вот в основном были у народа, которые кочевники, вот стадо там вот это занимались овцеводством или скот, когда ехали на поле, они заполняли водой сюда, вот воду заполняли, наливали и закрывали и с собой везли, чтобы как фляжка. А это из кожи тоже сделано? Это чистая кожа, это тоже чистая кожа. Это вот посуда специально изготовленная из дерева ореха. Точат, потом пропитывают маслом, чтобы вот не лопалось. Потом изготавливают национальные блюда и вот вместо вот ложки вот это используют вот такие есть. Инструмент древний, он в основном используется для того, чтобы когда мы это стригем шерсть овцов или коз, вот потом этим методом они делали вот шерсть. Вот здесь специально они шерсть методом вот шерсть крутили, это вот так они крутят, вот как бы вот крутят и потихоньку они здесь наматывается шерсть, вот от шерсти они делают нитки, потом этими нитками они это ручным методом вот вышивали вот такие эти носки. Это один из таких наглядных экспонатов. В наше время вот эти все полевые работы, когда они производили пахоту, этим образом это надевалось на шеи быков, два быка вот на шею надевали, здесь дыхание держит, и таким методом они пахали землю.
можете что-нибудь сказать про праздник? Вообще, вы давно отмечаете его? Вы какой Да, же год? праздник Мергон у нас отмечается уже давно. Это с древних времен. Навруз, Сада и Мергон отмечаются уже давно наши предки. Вот Мергон, когда земледельцы, крестьяне, они собирают свои урожаи, да, которые они весной или летом они сажают, а вот к осенью Мергон собирают. Сегодня их праздник, именно праздник крестьян, земледельцев. Скажите, вот я слышал то, что когда-то еще в древние времена этот праздник пытались запретить, как Навруз. Да, было такое, что Навруз и вот это Мергон, Сада хотели запретить, но благодаря нашему нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вот это все он постарался, чтобы вот это все возобновить, потому что это наши древние праздники. Сегодня на самом деле праздник, и танцевали, и пели. Кто сюда пришел на праздник, с сетками уходит домой себе, кто-то что-то покупал. Да. Мы вообще из России, мы впервые на Мехрагоне здесь отмечаем. Ну, нам понравилось, да, здесь красиво. Спасибо. Добро пожаловать в Таджикистан, край наш солнечный. Спасибо. Так, ну вот, дорогие друзья, закончился праздник Мехрагон. Все уже собираются здесь. Я могу сказать вот что, друзья. Мы хоть и в первый раз этот праздник отмечаем здесь, в Таджикистане, но он нам очень понравился. Я не знаю, как было в прошлые разы, но в этот раз нам понравилось. Был концерт, были танцы, были песни, были музыкальные инструменты, национальные блюда, овощи, фрукты. Такое ощущение, как будто вы взяли вот все, что есть в Таджикистане, и завезли сюда, в этот парк. Причем сегодня еще такая хорошая погода, солнечная, небо чистое и подходящее место организаторы нашли. Мне праздник понравился, действительно. Надеюсь, в следующем году праздник будет еще лучше. Ну, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будет выходить еще больше новых видеороликов, интересных про Таджикистан, про все, что здесь есть. Не пропускайте видеоролики наши. Estonia здесь и тамомши. До канала ему подписаться, кунет ва лайк монет. До скорой встречи, друзья.